Если сильно жизнь стала в тягость, иди походи по больницам. В крайнем случае походи по кладбищу. Тем, кто там лежит, намного хуже, чем тебе. Если жизнь стала в тягость, и ты борешься за ее улучшение, этот человек запросто отправит тебя и в больницу, и на кладбище. Проверено практикой. Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана. Впрочем, обо всем по порядку. Что вы знаете о Казахстане? Кто-то судит об этой стране по песням рэпера Скриптонита, кто-то по комику Нурлану Сабурову, а кто-то, о боже, по фильму Саши Барона Коэна «Борат». Это мой матерь, старейший баба, на целый кушкек. Ей 43. Ай, люблю. Но за всей этой чушью мало кто замечает главное, что Казахстан – это страна, где физически истребляется любое недовольство граждан. Я живу в России. Меня вообще сложно чем-то удивить. Меня и самого прессовали и по политической, и по профсоюзной линии. Я знаю людей, которых избивали, сажали, которым подкидывали патроны и наркотики из-за их деятельности. Однако то, что творится в Казахстане, не вписывается даже в беспредельные российские рамки. Декабрь 2011 года. В России шли болотные протесты, и мало кто заметил тогда страшное событие на территории южного соседа. А там проходил расстрел рабочих в городе Жанаозене. Кто-то скажет, как же так? 21 век на дворе, постсоветское пространство. Какие расстрелы рабочих? А вот такие, вполне классические. С 2008 года в Мангистауской области... А вот такие, вполне классические. С 2008 года в Мангистауской области Казахстана проходили постоянные протесты и забастовки нефтяников сразу нескольких компаний. А рабочие требовали повышения зарплат и улучшения скотских условий труда. В ответ же они получили вот что. Февраль 2011 года. Избит заместитель руководителя профсоюза работников Каражанбаса Асланбек Айдарбаев. В мае неизвестные подожгли его дом. Уволены несколько сотен работников. Арестованы активисты Наталья Соколова и Акжанат Аминов. Август 2011. Убит активист Таксылык Турбаев. В этом же месяце изнасилована и зверски убита дочь профсоюзного лидера Кудайбергена Карабалаева. Казалось бы, вот он, предел бесчеловечности. Но компании и правительства, теряющие в ходе забастовок миллиарды долларов, пошли еще дальше. Декабрь 2011 года. Доведенные до отчаяния рабочие сменяют экономические требования на политические. Они требуют отставки уже знакомого нам президента Назарбаева. И тут начинается. Власти Жанаозена пытаются устроить на площади, где расположились бастующие рабочие, праздник в честь Дня независимости Казахстана. И вот результат.